Как известно, перед радостным событием, отпуском, например, или праздником, часы и минуты тянутся просто бесконечно. Думаю, это актуально и в плане ожидания весны. Хорошо, что февраль короткий, и уже завтра придет она, желанная, несущая солнце, обновление и надежду. И пусть пока весна еще с приставкой «календарная», мы верим, что совсем скоро она вступит в свои законные права на коми-земле, и мы наконец-то скинем пуховики и зимнюю усталость. Ну а последние часы самого долгого в наших краях сезона скрасит команда студии 11. Вот что ждет вас в первой части программы. Трехозерский карась. Репортаж с фестиваля зимней рыбалки. Киномост «Дети детям». Какой увидели коми глубинку юные журналисты? Сестринская сила. Крестовоздвиженский монастырь Республики Коми держится на хрупких плечах монахинь. Недалеко от столицы Коми прошло яркое, как весеннее солнце, событие. Под занавес зимы любителей подледного лова собрал фестиваль зимней рыбалки «Трехозерский карась». На льду в этот день кипели нешуточные страсти. К слову, на фестивале было чем заняться не только рыбакам, но и всем тем, кто не любит выходные сидеть дома. В программе занимательные экскурсии, спортивные развлечения для детей и взрослых, ну и, конечно, главная часть зимнего фестиваля – соревнования по ловле рыбы. Наш коллега Северин Арпа тоже забросил удочку. Несмотря на то, что Трехозерский карась имеет статус фестиваля, это прежде всего соревнования. И сегодня здесь сойдутся рыбаки в битве, чтобы узнать, кто же самый удачливый, самый лучший. Проведем соревнования в 2 тура. Первый тур, так можно сказать, отборочный. Он будет составлять часовой. Из этих 100 человек с небольшим мы выберем, грубо говоря, не выберем, а по улову веса они пройдут во 2-й тур, финальный, 15 человек. И они вот будут соревноваться, сзади меня там отдельная зона для них. И первая пятнашка уже будет соревноваться по всем правилам рыболовного спорта, с 2 флагами, с 5-метровой зоной границы и так далее. Трехозерский карась – это как раз популяризация. Может, какой-то новый талант у нас появится, и это будет очень хорошо, когда в наш спорт придут новые спортсмены, будут учиться ловить рыбу правильно по соревнованиям, да, активно и так далее. Вот ради этого, наверное, всего рыболовного спорта мы проводим вот такие фестивали огромные. И я только рад, что этот спорт еще развивается в республике, и не только в республике. Самое главное, а знает ли рыба, что ждет ее сегодня? На старт! Внимание! И бегать! Да начнется битва. Фестиваль «Трехозерский карась», надо сказать, что проводится 2-й раз. И показатель его популярности – это то, что в прошлом году было 75 участников, а сегодня уже больше 130. И мы надеемся, что когда-то он станет межрегиональным, и в Сыктывкар будут подтягиваться люди из других городов России. У вас уже первая рыбка есть, да? Да, первую рыбочку поймал. Ой, смотрите, вот она, первая рыба фестиваля. Сколько там ее еще? Неведомо никому. Рая! Вторая! Ух ты! Одна из самых юных участниц поймала рыбку. Первая рыбка твоя, да? Да. Как зовут тебя, красавица? Как зовут Ксюша? Ксюша. Смотрите, Ксюша, что вытащила. Молодец, Ксюшка. Рада? Да. Мама, посмотри. Очень Это она красиво. первый раз рыбачит? Первый раз вообще. Что такое рыбка не сказала? Давай, ловись, рыбка большая и маленькая. Ну что, ребята, можно сказать, что Трехозерский карась вышел на международный уровень. Рядом со мной девушка, которая приехала с Испании сюда. Как вас зовут? Ксения меня зовут. Ксения, ну, мы знаем, что ты отсюда, да? Сколько уже лет живешь в Испании? 4 года живу. А почему решила вот сюда приехать? Ну, поддержать папу, семейный отдых, так сказать. Ну и погода позволяет, почему бы нет. Когда обратно в Испанию? Обратно в Испанию через неделю. Ну, слушай, а ты первый раз рыбачишь или нет? Я рыбачила, когда мне было лет 5. Мы с папой ездили на ночные рыбалки, но это было летом. Зимняя рыбалка – это первый раз у меня.
Ну, мы желаем тебе удачи, молодец. Спасибо большое. А что-нибудь на испанском привет передай нашим зрителям. Hola a todos, que tengáis un buen día. По окончании соревнований, как и полагается, лучшие рыбаки были отмечены ценными призами и подарками. Диплом от заместителя председателя правительства Республики Коми Галины Ивановны Габушевой. Аплодисменты нашему самому опытному рыбаку. Аплодисменты, друзья, громче! Трехозерский карась – это семейный, спортивный, добрый праздник. Да, в общем-то, просто возможность провести время на природе с пользой для души и тела. Как полезно иногда взглянуть на привычные вещи и места чужими глазами. Можно узнать много любопытного. А если эти глаза принадлежат детям, то и вовсе открытий чудных получится немало. В нашем регионе реализуется необычный проект «Киномост. Дети детям». Подробнее о нем узнал мой коллега Андрей Кабишев. Анна, вот расскажите, как родился проект? Вот с чего это вообще возникла идея? Мы с ребятами любим выезжать в различные деревни нашей республики, если там что-то интересное снимать. И поэтому подумали, что надо сделать вообще такой проект, получить на него финансовую поддержку. Мы выиграли грант президентского фонда культурных инициатив. И в этом учебном году мы уже официально выезжаем в районы нашей республики и снимаем про интересные места и памятники. А как вот выбираете точки на карте, вот места, куда вы поедете? От чего это зависит? Ребята сами предлагают или нет? Ну, мы первоначально набираем просто в поиске, что есть интересного, например, в Каркировском районе. У нас что-то выходит, и мы с ребятами обсуждаем, интересно это им или неинтересно, и проводим даже в интернете голосование в социальной сети, смотрим, за что голосуют сами пользователи, и ну вот так вот выбираем. Варя, где ты именно была, вот в каком районе, и поделись впечатлениями? Мы были в Каркировском районе, в Сторожевске и Необдино, и в Усть-Куломском районе, в Малом Анабе. Наверное, из трех этих поездок мне больше всего запомнился, конечно же, Сторожевск, потому что там мы доили корову. Ты сама лично доила корову? Так было молоко, да? Сначала хозяйка сама нам показала вручную, потом она аппаратом, и потом, там, что осталось, мне дали подоить, но я ничего не выдоила. Угу. Так что только потрогала. Какие планы, вот, Анна, на будущее в рамках вашего проекта? Ну, мы сейчас в Каркировском районе отсняли и еще должны показать там на большом экране. То есть мы не только снимаем, мы потом собираем школьников этого района и показываем им в кинотеатре то, что получилось. Им очень интересно смотреть про своих знакомых, про своих учителей. Также мы планируем сейчас поехать в Усть-Вымский район и в Сыктывдинский район. Вот мы за учебный год 4 района успеваем охватить. Варя, как вот реагируют твои сверстники, друзья, одноклассники на те проекты, на те видеоролики, которые вы снимаете, которые вы делаете? Вот поддерживают вас? Может быть, тоже хотят попасть к вам? Я не знаю, конечно, но, например, моя сестра, она видела мои ролики, ей понравилось, сказала, что хочет тоже попутешествовать. Насчет одноклассников я не знаю. Тяжело ли вообще снимать, вот принимать участие в съемках лично для тебя? Для меня нет. Иногда бывает, конечно, затруднительно, когда ты слова не можешь запомнить. А так все хорошо. Бывает, конечно, то, что когда ты все отснял, ты на камеру стараешься, пыхтишь, а в итоге получается то, что ты с одними запинками говоришь. Приходится переделывать, да? Нет? Так выпускаете? Хочется переделать, но... Уже времени нет, мы же дедлайн, да? То есть мы читаем заранее про места, куда мы поедем. Готовитесь, да. Да, но вот в частности с коровой, почему Варя говорит, что нельзя переснять? Во-первых, нельзя второй раз подоить корову, она же один раз выдоется, и как бы и все, да? К сожалению, да. И кроме того, мы когда ехали в Сторожевск, мы не предполагали, что у нас случится это с коровой, это нам неожиданно предложили, мы согласились, и оказалось, что это было самое экзотическое, самое запоминающееся для городских детей, потому что многие из них вообще рядом корову вживую не видели, а тут еще и дали потрогать, подоить, потом это же молоко еще попить. Мне настолько это даже запомнилось, то, что про корову, то, что у меня даже в голове то, что я говорила, тогда запомнилось. Здорово, то есть ассоциативная связь работает, да? А есть, Варь, какой-нибудь район, вот, в котором ты мечтаешь побывать и мечтаешь, например, снять что-то интересное там? Я не знаю названий районов в основном-то. Я очень хочу побывать на самой южной точке Республики Коми и самой северной. Еще я хочу побывать на Уссурийской горке и снять там фильм. Здорово.
Анна, вот что нужно сделать для того, чтобы к вам присоединиться? Нас сейчас смотрит множество телезрителей, наших гостей, жителей республики. Вот что для этого нужно сделать? Ну, проще всего меня найти в социальной сети ВКонтакте или лично меня, или обратиться в нашу группу «Студия Дежурка» и написать, что у вас есть что-то интересное в вашей деревне, в вашем районе, и мы обязательно с вами свяжемся и приедем. Потому что, например, в Каркировском районе так и произошло. То есть мы сначала связались с человеком, с педагогом Ольгой Михайловной Печеницына, и она нам уже рассказала много интересного про Сторожес, про Небдино, и мы поэтому именно туда и поехали, в эти села. В общем, если у вас есть что-то интересное, яркое, запоминающееся, приглашайте. Варя обязательно приедет, да, Варя? Ну, постараюсь, если смогу. Если... Спасибо вам огромное за нашу беседу. Желаю удачи. Спасибо. Спасибо большое. В немощи человеческой сила Божия является. Эта фраза в точности описывает монахинь Крестовоздвиженского Кылтовского монастыря. Сестры обители сохраняют старинные традиции, принимают паломников, кормят строителей и волонтеров и молятся за весь мир. Сестринскому делу в храме более 30 лет, а женской духовной мудрости Анастасия Тюрнина. В монастырь не уходят, а приходят. Матушка Пинна в Кылтовском уже более 20 лет. Она, как и многие сестры, умеет многое, ведь когда обитель восстанавливали, сестры своими руками делали любую работу. О Боге мы всегда знали, но что Бог есть. Вот. А так о монастыре самому узнала в газете, верю, что есть монастырь. Я вообще раньше думала, что монастырь идут только, идут и живут только в возрасте уже такие взрослые, вот, старенькие женщины. Оказывается, молодые есть. Это меня поразило, конечно. Я тоже решила сходить, не сходить, конечно, а приехать, посмотреть. Вот. Таким образом вот осталось. В монастыре дел не проворот, но на чтение и пение всегда остается время. Занимаются здесь любым творчеством. Матушка Пинна выбрала иконопись. Я выучилась, матушка Елизавета еще учится. Вот. Рисование мы всегда рисовали, то в школе, там, знаете, вот здесь немножко тоже, когда время бывало, вот рисовали. Вот. А почему пошли на иконопись? Потому что у нас же здесь были мастерские золотошвейные, иконописные, гончарные, разные такие мастерские были. И матушка, вот, появилась возможность вот, в училище, Калужское духовное училище. Мы спросили, можно ли нам приехать на учебу. Все же у нас по возрасту, может быть, не подходили, но они взяли нас. Вот, и мы с удовольствием пошли учиться, потому что тоже хочется хоть какую-то мастерскую восстановить, пусть небольшую, но... Сегодня рабочие восстанавливают храм после пожара. Сестры же помогают во всех делах. Несмотря на возраст, они всегда бодры и веселы. Объединяет их духовно игуменья Стефанида, настоятельница Крестовоздвиженского Кылтовского женского монастыря. На нашем монастыре очень хорошо проявляются слова «в немощи человеческой сила Божия является». Что мы немощные еще пожилые женщины могли бы сделать здесь, в разрушенном монастыре? А вот посмотрите, приезжайте, посмотрите, монастырь живет, монастырь красавец, монастырь строится, молится, и здесь столько радости. Поэтому все милостью Божией делается, все милостью Божией делается. И не надо унывать, если какие-то есть трудности, обратись к Богу, Он тебе поможет. Жительница Сыктывкара Татьяна Корольчук уже четверть века помогает сестрам. Еще в 90-е, когда монастырь только-только начал восстанавливаться, она на своей шестерке привозила в Кылтово все необходимое. Вещи, мешки с крупами и продукты. Всем этим сестры делились с местными жителями и паломниками. Помогает Татьяна и сейчас. Ей уже 70, а она по-прежнему за рулем. Мне 70 лет. У меня 4 детей и 10 внуков. И 2 правнука. И я училась на водителя, чтобы помогать монастырю. Потому что одни женщины, а машины не было, и водителя не было. Я старалась, чтобы помочь монастырю, чтобы можно было что-то привезти. Бывало, даже хлеб возили с Сыктывкара. И
И муж у меня здесь помогал тоже, и сын помогает, внук помогает. Почти 30 лет под началом матушки Стефаниды монахини продолжают делать тех, кто строил монастырь и украшал Коми-край. Принять монашеский постриг, а вместе с ним и ограничения, сможет не каждая женщина. Но у тех, кто принимает такой выбор, он идет от сердца. Чувствуете, что становится теплее и радостнее? Эта энергия студии 11 бежит по вашим эмоциональным венам. Прервемся ненадолго, не переключайтесь. В эфире студия 11, программа о полезном, интересном и позитивном. Мы начинаем вторую часть выпуска, и вот о чем она будет. Битва тарантасов – сплав инженерной мысли и безудержного веселья. Найти силы для жизни, как справиться со смертельной зависимостью. Управление эмоциями, как максимально вжиться в роль своего героя, артистам Республики Коми рассказали преподаватели ГИТИСа. Битва тарантасов. Звучит эпично и смешно. Собственно, это мероприятие и выглядит так же. В этом году необычные гонки на рубеже зимы и весны прошли на республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной. Какие только экземпляры не спускались с конкурсной горы. Предлагаю прямо сейчас посмотреть на результаты труда веселых инженеров. Мороз и солнце, день чудесный, и тарантас виднеется прелестный. Да не один, а сразу несколько экземпляров. Сумасшедшие конструкции, отчаянные пилоты. Одна горка. Кто станет сегодня лучшим? Скоро узнаем. Хорошо пошел! У каждого экипажа сегодня будет 3 попытки, и оцениваться все будет по 2 номинациям. Это дальность заезда и оригинальность, то есть внешний вид транспортного средства. Оригинальная конструкция с музыкой. Но песня не помогает. Не помогает песня. Зато красиво. Теперь весь вертолет держится в руках хрупкой женщины-пилота. А вы первый раз на битве тарантасов? Нет, второй. А когда-то, может, участвовали? Ну, в прошлый раз. В 21 году на кровати мы были. И как далеко на кровати уехали? До 3-го места доехали. Вообще весело, очень нравится, организация хорошая, людей, настроение. Ну, хотел вот поучаствовать, но поздно решили, поэтому в этом году не собрались. А хочет тоже поучаствовать в этом соревновании. Веселое мероприятие, то есть необычно для зимних видов, так скажем, разнообразия. Не просто скат на санках, а именно на каких-то своих изобретениях. Здесь очень весело. Вы не думали, может быть, над созданием своей команды? У нас есть. Есть? Да, Go Шанга. Вы пришли сегодня на битву тарантасов посмотреть? Да, мне посмотреть, поинтересоваться первый раз здесь. Появилась задумка, может, свою команду организовать? Да, наверное, на следующий раз. Под аплодисменты зрителей! Внимание! Мы не за результат, мы для участия и веселья. Ну что, у нас финальный заезд, команда «Мастер». Помочь разогнаться? У команды «Мастер» есть запасное оружие. Дополнительный бустер в виде аркы Северина, который сейчас будет толкать. На старт! Внимание! Ну и вот, наконец, самый такой важный торжественный момент. Награждение участников. Призов много.
Но самое главное, конечно, дальний заезд и оригинальность транспортного средства. Сейчас посмотрим, как будет проходить церемония. Они были с огоньком, со звуком, поэтому мы поздравляем вас. Главный приз, это приз все-таки за конструктив, за то, что команда, во-первых, это действительно команда, во-вторых, это команда, которая уехала дальше всех в наших сегодняшних соревнованиях. Это команда «Звезда в шоке». Клуб «Сусанин», наши регулярные участники, это ребята, которые постоянно ездят и постоянно принимают участие в наших соревнованиях. Спасибо всем, кто болел за нас! Битва тарантасов удалась. Это отличная зимняя забава, которая объединяет команды, семьи и всех, кто любит отдых на свежем воздухе. Несколько заездов, буря эмоций. Это просто здорово. Обязательно участвуйте в следующем году. В любой, даже самой тяжелой ситуации, когда кажется, что весь мир против вас, и противостоять ему вы не в силах, помните, что точно есть человек, а может и не один, который знает, как вам помочь. Нужно только найти его и, самое главное, захотеть изменить свою жизнь. Вернее, сохранить ее. Моя коллега Алена Туркина пообщалась с сыктывкарским общественником, который помог многим. Павел, вы руководите Центром восстановления личности. Расскажите подробнее о работе этого центра. Центр восстановления личности пробуждения – это центр социально-психологической реабилитации. Что это означает? Это означает, что мы не используем религиозный подход и не используем трудотерапию. В основе нашей программы лежит когнитивно-поведенческая терапия, то есть практическая психология. Почему? Медикаментозно можно только снять симптомы зависимости, алкоголизма или наркомании, ну, то есть выровнять давление, сбить тремор. Но проблема, сама проблема, суть проблемы зависимости – это психологический аспект. Он кроется в тяге. То есть зависимый, когда употребляет, он же понимает головой, что это ведет к разрушению жизни. Но тем не менее ничего с этим сделать не может. Есть такое понятие, как тихие зависимые. Как вообще на что стоит обратить внимание родным и близким таких людей, если они уже сомневаются, так скажем, в их здоровье ментальном? Надо обратить на то, что человек изолируется. То есть если человек не хочет говорить о своих проблемах, он изолируется, все чаще пьет в одиночку, а не в компаниях, оправдывает свое употребление. Вот на эти симптомы нужно обратить внимание родственникам. Самому, так скажем, в одиночку можно ли справиться с такой проблемой? К сожалению, с такой проблемой в одиночку справиться нельзя. И это очень, знаете, большая ошибка любого зависимого, который каждый раз, каждое утро говорит себе, что он может справиться сам. Эта проблема требует вмешательства профессионалов. Я знаю то, что помимо алкозависимых и наркозависимых, совсем скорое время вы начнете работать с еще одной группой людей. Вот про кого? Расскажите подробнее. Да, с недавнего времени мы решили открыть такое направление, как лечение посттравматического стрессового расстройства у военных и у родственников. Потому что на сегодняшний день это является основной и главной задачей, вот, я считаю, для нашей организации. Симптоматика посттравматического стрессового расстройства, она, в принципе, схожа с проблемами зависимых людей. Поэтому мы с нашим ведущим психологом Соболевым Ильей Евгеньевичем считаем, что мы можем быть полезны в этой сфере. Как будет работа проходить? Работа будет проходить на базе нашего нового консультационного центра, который находится в орбите, по средствам групповой терапии и индивидуальных консультаций. Но также мы предполагаем, что будут выезды. Возможно, это будут военные госпитали или центры каких-то медицинских реабилитаций. Насколько я знаю, это все будет бесплатно абсолютно. Абсолютно бесплатно, да. Никакие данные мы тоже никуда не передаем. То есть любой человек, у которого проблема, который почувствует такую симптоматику, может обратиться к нам. На сегодняшний день заявки уже поступали вот именно от людей с посттравматическим синдромом? Пока еще нет, но мы готовы принять. А как обратиться? На сегодняшний день создана горячая линия от Министерства труда и социальной защиты. Можно позвонить на эту горячую линию, и волонтеры горячей линии сообщат наши координаты, наши телефоны и как к нам попасть. Павел, спасибо вам большое за информацию, за то доброе дело, что вы делаете. Благодарим. Спасибо вам.
без остатка отдаться воплощению своего персонажа. Только с таким настроением артисты и должны выходить на сцену, отыгрывать спектакль. И чтобы роль получилась максимально правдоподобной, большую часть своих сил нужно отдавать проработке эмоций. Ярко и точно передать настроение своего героя, вжиться в его состояние и попытаться раскрыть его не только в рамках текущей истории, но и за ее пределами. Будто спектакль – это не просто постановка, а часть реальной жизни, за которой мы, зрители, с любопытством наблюдаем из зала. Мастер-классы по управлению эмоциями для артистов Республики Коми недавно провели преподаватели ГИТИСа Татьяна Морозова и Сергей Посельский. На одной из лекций я побывала лично. А как Вероника вышла замуж за Марка? Почему? Вот почему она это сделала? А у нее пауза. Я помню, мой состав говорит, а вот почему? Я говорю, отвечать не буду. Она говорит, почему? Я говорю, а паузы не будет. Потому что Вероника не знает, почему она вышла замуж за Марка. Она правда не знает. Чтобы по-настоящему восхитить зрителя, актеру нужно оживить своего персонажа, перенести действие драмы в реальный мир. Именно об этом, приводя в пример женитьбу героев пьесы «Вечно живые», и говорит Татьяна Морозова. Получив роль, актер должен стать в некотором роде соавтором произведения, в деталях вообразить жизнь персонажа за пределами пьесы. Вопрос в том, чтобы не уходить в рутину, в быт, чтобы каждый выход на сцену это было что-то уникальное, созданное артистом, и это было как сказать, повторять не повторяясь. Татьяна Морозова в прошлом и сама опытная актриса театра и кино. Все свои спектакли, по ее словам, она отыгрывала по системе Станиславского. Любая роль обязательно прогонялась через так называемые круги обстоятельств. Именно о них мастер и беседует с нашими артистами. Первый круг – это изучение персонажа по годам с раннего детства. Второй – анализ отношений с другими героями истории. Ну и третий круг – малый – события, произошедшие с героем за несколько часов до начала спектакля, вплоть до мельчайших подробностей. Знаете, очень сложно, на самом деле, очень ответственно выходить на аудиторию с профессиональными актерами. Это не студенты, когда ты можешь какие-то азбуку им рассказать. Это не педагоги, с которыми тоже сложно найти точный тон разговора. А когда ты выходишь к профессиональным артистам, которые каждый вечер выходят к зрителям и пытаются проникнуть в их сердца, чтобы зрители выходили после спектакля и думали не о том, какой завтра хлеб купить, а думали о каких-то более высоких материях, отвечали на более какие-то духовные и душевные вопросы, которые живут в их сердце. В Коми Татьяна Морозова приехала вместе со своим коллегой Сергеем Посельским. В рамках выездной школы ГИТИСа педагоги рассказывали, как управлять эмоциями, как избегать актерских штампов, работать с мимикой и, главное, как по-настоящему вжиться в роль. Участниками выездной школы стали более 50 человек, как начинающие, так и опытные артисты нашего региона. В нашей профессии все время нужен откат на первый курс. Всегда он нужен, чтобы мы не стали каменные, что ли, да, не заросли, чтобы всегда наш внутренний механизм жил, работал, чтобы мы всегда были гибкими, пластичными, послушными внутри себя к тому, что происходит, да, вокруг тебя, потому что мы отражаем то, что мы видим, то, что мы чувствуем, то, что мы слышим. Республику Коми и ГИТИС связывают долгие годы сотрудничества. Символично, что в этот раз выездная школа Российского института театрального искусства посетила наш регион в год педагога и наставника. На этом наш выпуск завершается. Республика, встречай весну радостью и грандиозными планами. С вами была команда «Студия 11» и я, Евгения Кладкевич. До новых встреч. Пока-пока.